Друзья, всем привет! Меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. У меня сегодня опять-таки обеда-ужин. Значит, захотелось мне прям дико-дико, прям вот очень дико жареной картошечки, да с лучком, да на масличке, понимаешь. Тут у меня бутеры из моей молодости. Вы-то у нас молодые, подростки меня смотрят, наверное, в том числе. В общем, бутеры из моей молодости. Тут у меня чуть-чуть в духовке, значит, бородинский хлеб, как сказать. Сделал так, чтобы он был немножко хрустящий. Сверху намазал, значит, чеснок с майонезом и шпроты. Давайте есть, я безумно голодный. Сейчас я вам расскажу, что да как. Картошечку жарил сам, все приготовил сам. Бутер. А чесночок, а с майонезом. Почему-то в кадре, по идее, смотрится не очень красиво. Давно хотел такой бутерброд. У нас для конца лета очень жарко. Прям удивительно. Скоро мы все будем петь, как София Ротару. Вот и лето прошло. Что-то там братьями, дальше не знаю. Кстати, знаете, оказывается, вот я реально ни одну песню такую, знаете, известную до конца не знаю. Знаю или припев, или это куплет какой-то. Картошку обожаю жареную, блин. Типа өзінше украсил тут. Вообще вот это, знаете, украшения, рисовать, вообще не мое. Такое, знаете. Значит, какие у меня новости? Я уже 3 дня веду журнал успеха. Я, по-моему, в каком-то видео об этом уже говорил, что когда я работал в продажах, там, в сетевом маркетинге, просто в продажах, то очень много я взял оттуда интересного. И в том числе называется, по-моему, автор Бодо Шефер, его зовут, немецкий автор, немецкий такой бизнес-коуч. И, в общем, у него где-то вычитал, что если вы хотите удвоить свой доход, там, ну просто, даже не доход, а просто жизнь свою улучшить, начните вести журнал успеха. Угу. В общем, вы в день записываете примерно 5-6 дел, за которые вы себя хвалите, за которые у вас прошли на ура, или которые вы сделали. Я почему начал этот дневник вести, да, журнал, вернее. Я сейчас начал делать шаги. Не буду, знаете, громко говорить, что я сейчас на следующую неделю скину 30 килограмм, да, но я начал потихонечку делать шаги к снижению веса. Конечно же, посмотрев это видео, вы про это даже не подумайте, потому что здесь калорий, наверное, нафига. Но, я думаю, вот если ты на стадии 0, то есть вот ничего не делать, да, но и ничего не изменится. Но ты если прыгнешь не на стадию 10, например, да, а, например, на стадию 2 или 3,
То есть начнешь потихонечку что-то делать для своей, там, скажем, цели. Что я, например, делаю? Я сейчас после 4 не кушаю, не ем. То есть вот я сейчас сниму видео, и все, на этом у меня ужин, все закончилось. Ну, в принципе, есть-то неохота с такими порциями. Это раз. Во-вторых, я начинаю где-то уже дней 10, хожу от 15, ну, где-то 15-20 тысяч шагов в день. Угу. Не хотел об этом говорить, потому что я люблю, когда люди видят результат. То есть там меня постройневшего, да? Ну, у нас с вами сегодня тема именно про вот этот журнал успеха. В общем, я его начал вести. Пишу, например, да? 5 дел, за которые я себя хвалю. Очень, кстати, классная тема, поэтому попробуйте, напишите. Ой, ё-моё, лук упал. Ребят, бутеры такие, блин, такие обалденные. Особенно я хлеб чуть-чуть подсушил. Наверное, надо было еще больше, да, его? Он так, знаете, чуток только хрустит. Чуток. Конечно, что греха таить, в продажах ты узнаешь очень много то, что тебе не дадут, скажем так, на обычной работе, да? Начинаешь книги читать, которые ты не читал бы в жизни, да, например. Ну и так далее. То есть плюсы есть. Пью просто водичку. Думаю, сейчас возьмешь колу, сок. Это все лишние калории, нафиг надо. В общем, я вас хочу поблагодарить за ваши добрые слова под прошлым видео, когда я готовил. Вы очень много прекрасных таких хвалебных мне написали слов. Прям спасибо. Очень приятно. Вчера, кстати, Лена Фольц появилась на своем канале. Кто не смотрел ее видео, прям смотрите. Я так обрадовался, когда ее видео увидел. Да что там все падает, ё-моё. Вы знаете, есть у меня несколько мукбангеров. Вот ты их смотришь, и у тебя на душе становится так тепло и уютно. Как будто ты окутался в теплый плед в дождливую погоду. Ну, в смысле, дома окутался. Вот такие у меня эмоции вызывает Лена Фольц. Мне очень нравится ее видео. Ну и как человек она мне очень нравится. А такие эмоции у меня вызывает, знаете, канал, ну, вы, наверное, знаете, Тань Мань Вань. Они такие, знаете, особенно Татьяна, ну, дети-то тоже, понятное дело, хорошие, все. Но вот в Татьяна она так какая-то уютная, я даже не знаю, как назвать. Вот что-то доброе, вот когда я их видео смотрю, мне прям реально на душе становится прям так тепло, вот реально уютно. Я помню такой момент, когда папа еще был жив. В общем, мы же жили в частном доме. И я вот зимой ухожу, например, на доставку, там весь день доставляю, там и полуфабрикаты делали. И, например, они остаются с мамой вместе. И на улице же зима, я прихожу такой замерзший домой, я же пешком, без машины. И папа такой сидит возле печку затопил, дома тепло, так хорошо, чисто, мама там что-то какие-то вкусняшки приготовила на стол.
И в этот момент ты, как вам сказать, вот чувствуешь вот эту вот душевную теплоту, что вот родители рядом, что они живы, что они... Вот как-то все, знаете, прям на душе хорошо. Вот я не знаю. Да. Да уж. Вот как жизнь, да, поворачивается. Так вот. Так вот, так вот. Так что, кто не смотрел видео Лены, обязательно смотрите. Выпустил новое видео. Картошку обожаю. Не скажу, что прям в любом виде обожаю. Обожаю, когда жареная и когда пюрешка. А если еще это с котлетами, которые мама приготовила, вообще вышка. Вообще вышка. Слышите, хрустит? В каком-то видео я уже картошку жарил. Тогда я видео назвал «Рецепт идеальной жареной картошки». Понимаете? В общем, хотел взять салат. Салат болганда, вот как называется? Листья салата, короче. Вот нету. Сюда, сюда. Нету. Вкусно. Что-то я вообще деградирую, перестал книги читать. А каким вообще раньше я книголюбом был, скажем так. Капец. У меня там половина прочитанной лежит Чингис Айтматов. Забросил что-то. Ой, бай. Вообще книги это, конечно, волшебство. Вот фильмы это все фигня. Вот книги, по идее, это волшебство. Знаете, когда ты можешь, не выходя из своей квартиры, лежа на диване, читая книгу, перемещаться в своих фантазиях куда угодно. То есть прочитал книгу, например, да, Стивена Кинга или Дэна Брауна, да, и ты уже во Франции, уже в Италии, уже следишь, как вот что-то такое, знаете, как всемогущее, скажем, да, над событиями. Это безумно вот классно. И вот нужно это как сказать, чувство вспомнить и начать читать книги. Когда человек читает книги,
С ним и диалог приятно вести. С ним очень хорошо дискутировать. То есть человек образованный. Образованный не в плане, что у него там миллион красных дипломов, там он 2 слов связать не может. А именно человек начитанный, именно эрудированный. Вот это вот, знаете, я обожаю таких людей. Но, знаете, вот я не люблю, когда человек прям демонстрирует свою, как сказать. Типа, вот смотрите, я такой умный. Тьфу, на тебя такой, да? Ну, как сказать, все знаете, да, типа, когда тебя поправляют вечно, да, вот это. Даже не меня, своих знакомых, например. Чё, к чему собачка сдохла? Это, ребята, это так вкусно. Я наелся. Как будто ничего не было, понимаешь? Сейчас водичкой запью. И будет вообще сказка. Вкусно. Вот эти вот бутерброды я реально давно хотел. Очень давно. Знаете, у меня как, вот вы мне в комментах часто пишете там: Мадьяр, приготовь то, поешь это. Я ваши, конечно, пожелания принимаю. Но чаще всего как происходит? Вот я, например, захотел что-нибудь съесть. Вот прям, я не знаю, жареную картошку с бутербродами, да, такими. И я реально буду думать об этом. И когда ты снимаешь это видео, да, и реально ты ешь то, что ты хочешь, это вообще кайф. Например, вот некоторые говорят, к жареной картошке хорошо селедочка, например, да. А почему-то мой организм не очень сейчас принимает селедку, там скумбрия, анау-манау, вот это вот все из этой серии. Почему-то нет. Ну, шпроты тоже, хотя рыба же. Вот именно такую, знаете, вот, может, речную, не знаю. Почему-то не очень организм. Мне прям вот подташнивает. Не к столу будет сказано, вот когда ешь там селедку, вот типа такого. Или даже вот когда в духовке готовят, например, я в гостях был, вру уже, когда жарили рыбу, что-то такое тоже было неприятное ощущение, короче. Ладно, ребят, спасибо вам за внимание, за вашу поддержку, за ваши добрые слова. Мне безумно приятно все это читать. Еще увидимся. Пока-пока. Пока!